Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения «Городские новости». В студии Неля Ахмедшина. Минувшие выходные оказались насыщенными на события. 22 августа жители Сибая отметили 60-летний юбилей родного города. В рамках празднования состоялось множество мероприятий. В Сибае побывали высокие гости. Расскажем обо всем по порядку. 22 августа глава Башкортостана Рустем Хамитов в ходе рабочей поездки побывал в Сибае, где провел совещание по вопросам реализации комплексной программы экономического развития Зауралья, а также посетил социальные и инфраструктурные объекты города. Репортаж Елены Афанасьевой. Во время рабочей поездки глава региона уделил пристальное внимание новой художественной школе с городским выставочным залом, строительство которой началось в ноябре прошлого года. Подрядчиком на данном объекте выступила фирма «Ремстройцентр». Ее руководитель провел экскурсию для почетных гостей, заодно рассказав об особенностях строительства и применения современных технологий. Художественная школа рассчитана на 250 учеников. Здание общей площадью порядка 1300 квадратных метров. Здесь расположены административные помещения, библиотека, современный компьютерный класс, а также классы живописи, рисунка, скульптуры, резьбы по дереву. В новом учреждении созданы все условия для маломобильных групп населения. Финансирование объемом более 70 миллионов рублей осуществлялось из средств регионального бюджета в рамках республиканской адресной-инвестиционной программы. Еще 2 миллиона рублей на условиях софинансирования было выделено из городского бюджета. Рустем Хамитов отметил качество строительства, оснащения, ознакомился с работами сибайских мастеров в выставочном зале и посетил урок живописи, организованный по онлайн-трансляции с Уфимским музеем боевой славы. Спасибо большое, Рахмат Заритер, за то, что вы такую работу проводите. И, конечно же, эти новые технологии надо использовать в учебном процессе, в том числе и в художественном творчестве. Такая практика у нас проводится несколько раз уже несколько лет в музее. Рахмат. Рустем Закиевич отметил, что с применением подобных технологий количество желающих заниматься в художественной школе возрастет, а значит, столь масштабная работа проделана не зря. Вот, допустим, 4 наших выпускников, прекрасно работая архитекторами, преобразовали город Уфу, допустим. В общем, многие наши ребята, занимают профессии, которые мы называем мастеровые. Я думаю, что задача нашей школы – это готовить мастеровых прежде всего. А такие высокие профессии, как художник, живописец, архитектор, может быть, график. В общем, в этом случае сами наши лучшие учащиеся преуспевают, и мы их поддерживаем, конечно, мы ими гордимся. Следующим пунктом в маршруте рабочей поездки стало посещение новой мельницы на Сибайском элеваторе, запущенной в эксплуатацию в мае этого года. Глава региона лично осмотрел этапы помола элитного зерна, поставляемого из ближайших областей и районов республики. Итальянская мельница, не имеющая аналогов в России, обошлась инвесторам в 500 миллиарда рублей. Ее производительность 300 тонн зерна в сутки. С момента запуска здесь уже произведено более 11 тысяч тонн муки и порядка 2500 тонн отрубей. Налаживаются поставки готовой продукции Сибайской мельницы в регионы страны. Рустем Хамитов успел пообщаться с работниками предприятия и поздравил их с официальным открытием. Вы трудитесь на этом предприятии. Это предприятие позволяет вам содержать свои семьи, получать заработную плату, чувствовать себя уверенно. Мы, конечно, долгие годы шли к тому, чтобы оживить этот комплекс. Он фактически вот так мертвым грузом долгие годы здесь стоял, ничего не производил, кроме убытков. А на сегодняшний день это уже современное, интересное предприятие. Мы подъезжали, видели очередь машин, которые везут сюда зерно, везут из разных регионов. Нам не важно, откуда будет поступать сырье. Башкортостан, Челябинская область, или Оренбургская область, или другие соседи. Так что я вас поздравляю с хорошим таким праздником, с хорошим событием масштаба Сибая, районов близлежащих и даже для республики. Это не маленькое событие, потому что это самая большая мельница в Республике Башкортостан. Далее глава региона посетил новый торгово-сервисный комплекс на Центральной площади. Его строительство началось в августе прошлого года. Объем инвестиций составил 380 миллионов рублей. Общая площадь комплекса 5250 квадратных метров, из которых 2500 квадратных метров предназначены для размещения магазинов и торговых точек арендаторов. Кроме того, в ТСК имеется кинозал на 150 человек и современный конференц-зал площадью порядка 200 квадратных метров на 60 человек, а также ресторан и фудкорт на 120 мест. Парковка комплекса рассчитана на 128
8 машиномест. Это, конечно, не первый объект, и дай бог не последний. Всегда хотелось бы по мере сил помогать и землякам в целом, и в частности городу развиваться. Самому приятно приезжать, к сожалению, не могу приезжать чаще, но те вот несколько раз в год, которые я могу сюда выбраться, хочу получить удовольствие от того, что вижу, как сибайцы довольны своей жизнью здесь, в городе. И немножко и с моей помощью, когда улучшается инфраструктура, ну, это наверное, правильно. Так каждый земляк, уехавший из родного города, должен отдавать дань своим землякам, своему родному городу. Ну и, в общем, это нормально, и должны все так делать. Ну, во всяком случае, для меня это, в общем, такое святое ощущение. Программа пребывания главы региона Рустема Хамитова продолжилась в Центре детского творчества, где он осмотрел выставку-экспозицию среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы. Рустем Закиевич познакомился с выставкой технологий и изделий субъектов малого и среднего предпринимательства. Главы районов Зауралья предоставили информацию о развитии муниципалитетов за время действия среднесрочной программы. Кроме этого, глава республики посетил презентацию выставку проектов и технологического оборудования группы компаний Global Edge. С последнего совещания нам удалось наладить взаимоотношения с Центром микрофинансирования. Мы представляем готовые программы, подкрепленные работой Центра микрофинансирования по развитию малого и среднего бизнеса. А также все остальные наши проекты, которые ведем в городе Сибай. В первую очередь это завод Сибай-Плитпром, который, на наш взгляд, даст толчок и созданию кластерных образований, и, естественно, развитию малого и среднего бизнеса. Все мы это делаем совместно в рамках создания молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья, которое мы совместно с колледжем строительным спроектировали, спланировали. Ну и надеемся, в этом году подастся уже в государственную экспертизу с будущего года строить. На мой взгляд, это на сегодня единственный способ вообще как-то, организовать взаимодействие работодателей и учебных заведений. Тем более, что у нас в мае этого года принята программа правительством Российской Федерации, целевая программа о развитии профессионального образования 2015-2021 года. 2016-2021 года. И вот как раз то, что здесь показано, это есть так называемый принцип дуального образования, где в этой программе только заложено еще, что вот мы должны это делать. А здесь пример, что это уже делается. Это надо использовать уже как, пример, как пилотный проект для распространения по всей республике, по всему региону. И очень большой смысл в этом еще в том, что в этой программе заложены очень большие деньги, около 83 миллиардов на всю страну. И, естественно, эти деньги дадут тому, кто уже имеет какой-то опыт. Ключевым моментом рабочей поездки в Сибай главы региона Рустема Хамитова стало совещание по вопросам реализации среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья, рассчитанной на 2011-2015 годы. 5 лет назад именно в Сибае принималось решение о формировании данной программы. Для того были очень веские основания. Темпы развития экономики, социальной сферы башкирского Зауралья, а значит и качество жизни здесь серьезно отставало от среднереспубликанских показателей. Из-за отдаленности от Уфы юго-восточные районы были завязаны на города, предприятия, учебные заведения соседних областей. Не было достойной работы, целые населенные пункты уезжали трудиться вахтовиками на северные территории, в другие субъекты Российской Федерации. Очень сильно отставала социальная, дорожная, инженерная инфраструктура. Важно было придать другую динамику развития территории. И фактически только в 2010 году республика по-настоящему обратила внимание на проблемы региона и стала вплотную заниматься их решением. Как отметил Рустем Хамитов, безусловно, за 4 года сложно полностью выправить ситуацию, которая складывалась десятилетиями. Однако, благодаря программе определенных результатов достичь все же удалось. Сегодня темпы роста среднемесячной заработной платы, налоговых и неналоговых доходов, бюджетной обеспеченности, снижение уровня безработицы превышают среднереспубликанские значения. Можно сказать, что определенное отставание Зауралья в темпах развития постепенно, медленно, но преодолевается. Прежней резкой дифференциации показателей по сравнению с другими районами республики уже нет. Создано более 8 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал превысил 50 миллиардов рублей. Доля Зауралья в республиканской инвестпрограмме за 5 лет увеличилась с 6 до 10%. Повысилась транспортная доступность. Построено, отремонтировано 435 километров автомобильных дорог и 14 мостов. Существенная помощь оказана зауральским аграриям.
На их поддержку направлено почти 2 миллиарда рублей. В целом, субрегиональный подход оправдал себя. Программа шаг за шагом обеспечила зримые положительные результаты. И все же, по мнению главы региона, пока не удалось достичь главного. В Зауралье так и не сформировалась территория опережающего роста. Работа некоторых ведомств подверглась резкой критике со стороны руководства республики. Когда здесь начнется работа, нормальная, правильная работа по сельскому хозяйству? Вы нам только, я слушал первую часть вашего выступления, думаю, что вы расширять будете этот опыт по внедрению там, научно обоснованных культур, возделыванию новых технологий. Где все это? Ничего не происходит. 7 центнеров как брали в Хайбулах, так и осталось 7 центнеров. И в этом году будет 7, и в прошлом 7, и в позапрошлом 7, и позапрошлом 7. Ну и что? И семена покупали, и технику давали, удобрения давали, все давали, а результат 7 центнеров. Это в том числе и вина Министерства сельского хозяйства. Опыт 5-летней работы показал, что необходимо опираться в первую очередь на своих местных инвесторов, искать, создавать, выращивать их. Они знают специфику местной экономики и менталитет людей, являются фундаментом, на котором могла бы дальше развиваться экономика региона. Свои доклады о проделанной работе за время реализации программы руководству республики представили главы муниципалитетов. В конце совещания было принято решение о дальнейшей судьбе среднесрочной комплексной программы. Мы сегодня в решении фиксируем для себя, что мы эту программу будем продолжать. И будем продолжать ее, минимальный вариант до 5 года, до 20 года, извините, на 5 лет. Вот, ну а дальше уж там, как говорится, получится. При всех минусах, и порой больших минусах, все равно это шаг вперед. Может быть, не очень большой, но, по крайней мере, это позволило нам стабилизировать ситуацию в Зауралье, создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции. При этом я бы разделил на 2 части, скажем так, эту программу. Первая – это социальная часть, а вторая часть – это инвестиционное развитие, промышленное развитие, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, переработка. Пока у нас здесь, конечно, успехов нет. Успехов нет еще и потому, что до сих пор и население занимает достаточно пассивную позицию, может быть, просто-напросто отучено от активной деятельности, от работы. Рустем Хамитов поручил республиканским министерствам и ведомствам провести работу над ошибками и проанализировать результаты реализации программы. И, кроме того, я прошу сделать рейтинг по 8 муниципалитетам и по 7 муниципалитетам и Сибаю, кто воспользовался в лучшей степени этой возможностями, которые мы дали при формирования этой программы, кто показал себя хорошо, а кто не реагировал и ничего практически не сделал. Я имею в виду с точки зрения своего развития. Дайте мне, пожалуйста, эти результаты. Мы уже будем индивидуально работать с главами. Те, кто работал хорошо, будут действовать и дальше. Те, кто не хочет работать, что я могу сказать? Это уже ваш личный выбор, что называется, в этой части. Основные промежуточные итоги реализации среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья подведены. Определены слабые места, которые, вероятнее всего, будут учтены в следующей 5-летке. Елена Афанасьевна, Ясмир Хайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Тем временем, пока руководящие лица обсуждали серьезные вопросы, касающиеся развития городов, в частности региона в целом, на стадионе «Труд» разворачивались праздничные представления. Луиза Мустафин расскажет более подробно. Украшением праздничной программы стал цветочный карнавал, который в Сибае в этом году проводился впервые. В нем приняла участие самая активная часть населения города – учителя, воспитатели, медицинские работники, библиотекари и представители других профессий. Стройные русские березы, веселые ромашки, строгие гвоздики. Каждый коллектив выбрал определенный цветок и подготовил визитку. Словом, в этот день на стадионе выросло целое поле ярких цветов. Принять участие в праздничных событиях. В стороне от праздничных торжеств не остались и активные мамочки Сибая. Парад колясок, впрочем, как и всегда, стал красочным и оригинальным. С юбилеем города сибайцев со сцены поздравили популярные певцы и танцоры башкирской эстрады. Своими выступлениями в этот день порадовали заслуженные артисты Лилия Ишемьярова, Урал Муртазин, Зульфия Кудашева.
Наряду со столичными артистами выступали и местные звезды. Благо, Сибайская земля богата талантливыми и одаренными людьми. Самым волнующим и красочным моментом стало театрализованное представление. Выступление башкирских конников, театрализованное представление, посвященное истории развития Сибая. Дневная праздничная программа была насыщенной, захватывающей и увлекательной. Кульминационным моментом стало поздравление главы республики Рустема Хамитова. Дорогие сибайцы, от души поздравляю вас с замечательными праздниками, юбилеем города и Днем Шахтера. Сибай по праву является столицей башкирского Зауралья, его экономическим, культурным и образовательным центром. Именно Сибай играет роль локомотива развития огромного субрегиона, занимающего почти треть площади республики. Своим рождением город обязан богатым недрам земли. Ровно 100 лет назад здесь началось промышленное освоение месторождений медно-колчеданных руд. Именно с этого времени берет свое начало горнодобывающая отрасль и цветная металлургия Башкортостана. Лучшие из лучших работников Сибая, внесших весомый вклад в развитие города, получили из рук главы региона государственные награды. Всего 9 человек удостоились почетных грамот и званий. Башкирские распределительные электрические сети. За 60 лет у города сложились своя богатая история и традиции. К этой дате Сибай подошел с накопленным багажом. Сегодня есть предприятия, которые стабильно развиваются, наращивают производство и уверенно смотрят в будущее, сказал в своем выступлении глава администрации Халид Сулейманов. Все успехи, которые достиг город за 6 десятков лет своего существования, это заслуга людей, самого главного богатства Сибая. А потому награды в этот день вручались многим. За многолетний добросовестный труд сибайцы получили почетные грамоты и благодарственные письма республиканского значения. Лучшие труженики были отмечены грамотами Госсобрания Курултая Республики, Совета городского округа. 5 человек удостоились звания «Почетный гражданин города Сибай». На этот раз ими стали председатель общества ветеранов Рашид Идрисов, сопредседатель общероссийской организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, генеральный директор закрытого акционерного общества «Строймеханизация» Нур Ташиддинов, директор сибайского филиала УГОК Яудат Беккинов, художественный руководитель Сибайского башкирского драматического театра имени Арслана Мубарякова Дамир Галимов. Звание «Почетный гражданин города Сибай» удостоен Дамир Мазидович Галимов, директор, художественный руководитель Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова. Общий трудовой стаж 55 лет. Заслуженный работник культуры Башкирской ССР. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, удостоен городской премии имени Рамазана Умедбаева, является членом Общественной палаты городского округа, награжден медалью Станиславского. Красиво украшенные юрты придали празднику национальный колорит. Любителей экстремальных видов спорта порадовал состязание «Самый сильный человек». Празднование юбилея прошло на ура. Настроение очень хорошее, пришла с детьми, гуляем, вот, очень хорошо тут, весело, везде прям праздник ощущается. Родом из Баймакского района, в Сибае давно живу, уже 20 лет почти. Дети тут росли, выросли, родились, все. Красивый город наш Сибай. Город с каждым годом хорошеет, становится все больше цветов. Вообще к празднику очень красиво украсили город. Я родился в Сибае в 1952 году. В поселке Горный тогда было. Там же родители работали, отец работал в комбинате, мать домохозяйка была. Вот так вот. До сих пор живем в Сибае. День города – один из самых любимых праздников сибайцев. Торжество, которое объединяет людей, независимо от их возраста, национальности и принадлежности к профессии, далее продолжилось на городской площади. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Константин Малекин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. После торжеств на стадионе «Труд» сибайцы собрались на главной площади города. Здесь их ждал праздничный концерт. Впрочем, такое лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Насыщенный день празднования юбилея города продолжился на Центральной площади. На обновленной сцене выступили звезды российской и башкирской эстрады. Вечернюю программу для горожан открыли своим выступлением сибайские звездочки, а именно образцовый вокальный ансамбль «Подсолнухи». Также сибайцев порадовали республиканские артисты, такие как Залия Нурлы, Лилия Ишемьярова, Урал Муртазин. Праздник отлично, прям шикарно. Праздничное настроение. Рады, что у нас все строится, город расширяется. Очень много изменилось, хотя бы за этот год. Настроение хорошее, приятное. Всем всего хорошего, счастья, всем добра. Все очень нравится. Поздравляем город Сибай с 60-летием. Ну, сделано все хорошо, конечно. Я доволен. Настроение очень хорошее. Радость такая переполняет. Ждали этот праздник. И так все, весь город изменился. Люди такие счастливые, веселые. Вот, очень. И всех вас поздравляю, всех нас поздравляю. Настоящим подарком для сибайцев в этот день стало появление на главной сцене города оперной певицы Диляфрус Сабитовой, балерина Анастасии Волочкова и специально приглашенного гостя Владимира Поснякова. Я хочу сказать, что самый теплый зритель вообще живет в Башкирии. Не просто зритель, а вообще люди очень хорошие. На мой взгляд, Сибай – один из самых теплых городов этой республики. И вообще Башкортостан настолько славится теплом, гостеприимством, радостью, светом. Владимир Посняков, вышедший на сцену в финале праздничного концерта, что называется, зажег всех без исключения. Вместе с ним вся площадь пела давно знакомые песни и танцевала под любимые хиты. Наконец, кульминацией торжеств этого дня. В небо взметнули стрелы праздничного салюта, раскрасив его всевозможные цвета. Может с уверенностью сказать, юбилей удался. Альфия Расулева, Константин Малейкин, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте телекомпания СТВ Сибай и смотрите новости на официальном сайте sibaytv.ru. А я, Наиля Ахмедшина, с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи.